Дыялог старшыні брэсцкага аблвыканкама Анатолія Ліса з жыхарамі вобласці з дапамогай прамой тэлефоннай лініі праходзіць рэгулярна. Тэматыка зваротаў самая розная. На гэты раз перавагу у праблемах грамадзян займалі пытанні работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, добраўпарадкавання і уборкі месцаў адпачынку, дваровых тэрыторый, асфальтавання і прывядзення ў парадак праезнай часткі. Второй вопрос. Этот пляж уже у нас такой там маленький, там чуть не ногами уже люди лежат на проезжей части. В зале поставили 2 волейбольные сетки. Для чего? Там столько, 2 больших общежития у нас, в садиках детей водят на прогулку. Понятны ваши вопросы, порядок на пляже наведем. Значит, вы абсолютно правы, если там нет условий и нет места для, значит, для отдыхающих, сетки эти необходимо будет убрать, значит, и определить их в том месте, чтобы они не мешали отдыхающим. Калі гаварыць аб актыўнасці жыхароў розных рэгіёнаў вобласці, то на гэты раз больш за ўсё тэлефонных злучэнняў было з Пінскім раёнам. Больш за ўсё людзей цікавілі пытанні работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі і кошту паслуг. Возникла проблема, и вот сейчас надо будет, конечно, разобраться. Это по Пинску особенно много было звонков по начислению коммунальных услуг, в том числе за оплата за водоснабжение. Значит, там какие-то нюансы возникли, потому что люди немножко, значит, волнуются, и правильно волнуются из-за того, что начисления эти непонятно там, кому и как они складываются. Значит, а так традиционные вопросы. Ну вот последний вы слышали вопрос по выделению там земельных участков. Это обычные вопросы, которые волнуют много. Ну, рад, что в последнее время и жители города Бреста, особенно понимая, что к тысячелетию готовимся города, обращают внимание на недостатки, которые есть в городе. Это тоже вот приятно, что люди волнуются. Былі і шчырыя словы падзякі. Шматдзетнай сям'і з Лунінецкага района выдзелілі крэдыт на далейшее будаўніцтва дома. Я вам хочу сказать просто от себя и от семьи своей большое, простое человеческое спасибо. Благодаря вашим действиям наконец-то дело сдвинулось с места. Вот, если все нормально, я думаю, что на этот Новый год мы думаем в новом доме и поотмечать. Падобныя прамыя тэлефонныя лініі ўлады жыхарамі вобласці дазваляюць больш поўна уявіць праблемы, якія існуюць на месцах, даць ацэнку работы мясцовым органам улады, лічыць старшыня брэсцкага аблвыканкама. Не все, но часть, конечно, можно было решить. Вопросы вот те, которые касаются выделения земельных участков. Это же непосредственно надо с людьми работать. Или вот по Каменецкому району, когда мост в аварийном состоянии передали пограничники, но с людьми не обсудили, не переговорили. Конечно, это прежде всего на местах необходимо было сделать, и они сделают, выехать. Ну а те вопросы, которые предложения касаются изменения, допустим, законодательства, это по исчислению, значит, сборов по регистрации автомобильного транспорта, которые мы в народе, как говорят, сбор дорожный фонд. Значит, конечно, это вопросы, значит, более серьезные вопросы выделения. Вот, граждане в сельской местности обращались, имеют хозяйство, значит, готовят на газу, на сжиженном газу, это в баллонах, выделяют всего 5 баллонов на год. По льготной цене, остальные все, конечно, цена там в 2-3 раза выше. Усімі паступіўшымі праблемнымі пытаннямі на прамую лінію зоймуцца спецыялісты абласных службаў і ведомстваў. Юрый Печур, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».